Шанхазер, здравствуйте, очень приятно вас здесь видеть. Саммит исламский касается многих вопросов именно исламской модели экономики. Ваше мнение, насколько возможно в современном мире использовать принципы исламской экономики в такой капиталистический период нашей истории? Безусловно, сегодня проходит очень важное событие не только для России, а для исламского, арабского мира. И, как мы видим, очень насыщенная программа, разные круглые столы, и обсуждаются совершенно разные темы взаимоотношения России с Африкой, с Востоком, медицина, современная мода мусульманская и банковская сфера в том числе. И, конечно же, это все связано с таким важным направлением, как экономика. И, как мы видим, на всех сессиях, где, по крайней мере, я смог принять участие, я слышал взаимный интерес, в том числе арабо-исламского мира, более тесно взаимодействовать с Россией по разным направлениям, в том числе и экономическим направлениям. И это все, в принципе, может спокойно выстраиваться. Благо, такая система есть принципы исламской экономики, есть исламский банкинг. Мы в России к этому потихонечку подходим. И то, что у нас сегодня большой пул депутатского корпуса, представляющего Госдуму, Совета Федерации, банковской сферы, они уже понимают, что сегодня этот рынок нужно осваивать, что нужно в этом направлении активно работать. Мы это слышим на всех сессиях. Дело осталось довольно-таки за малым, внести некие поправки в законодательную сферу. А это возможно? Это возможно. Наши уже соседи, такие страны, как Казахстан, Кыргызстан, оставаясь светскими государствами, спокойно внесли поправки в свое законодательство национальное, и сегодня они активно работают. Мы видим, что сегодня инвестиции готовы приходить в нашу российскую экономику из стран арабо-исламского мира. И я думаю, что мы к этому потихонечку уже подходим. Конечно, идет и сотрудничество уже в разных сферах торговли, но это придаст новый импульс этим взаимоотношениям. Тем более мы знаем, что и наш рынок, он довольно-таки большой. 25 миллионов мусульман, по разным оценкам, сегодня тоже хотят использовать исламские инструменты. Далеко ходить не будем. Та же Европа, которая у себя приняла законодательство и открыли окна исламские в банковской сфере и так далее. Поэтому это уже не за горами. Я думаю, что это уже мы эту тему уже начали активно развивать 10 лет тому назад, и сейчас уже все понимают, экспертное сообщество, что это дополнительные возможности. Тем более результаты есть, потому что мы сами видим, с Западом у нас сейчас санкции, мы особо не можем чего-либо делать с ними, поэтому кто у нас сейчас верный соратник и партнер, это Восток, это страны арабо-исламского мира, и они вот здесь, мы видим большое количество делегаций из стран Залива, из стран Африки, Азии. Они говорят, мы готовы сотрудничать. Вот только что мы вышли из сессии Россия-Африка. Это вообще не паханное поле практически, и там большое количество мусульманских стран, развитие темы халяль, индустрии, наша продукция сегодня мясная, птица, да, молочная и так далее, она тоже востребована. Даже мы вчера проводили сессию по медицине и ковид. Вакцина «Спутник Ви», которая сегодня популярна во многих странах арабо-исламского мира, она тоже прошла экспертную оценку нашего совета улемов, да, и мы дали заключение, что она является халяльной. Это тоже тема взаимодействия и сотрудничества. Поэтому, как вы видите, у нас довольно-таки очень широкий пласт такого сотрудничества, и здесь, безусловно, конечно же, будет основываться, так как исламские государства, если будут с нами подписывать какие-то соглашения, то на принципах исламской экономики и принципах шариата, чтобы это не противоречило основным нормам исламского права. Вот. Поэтому это уже, можно сказать, вот предпосылки все готовы, осталось только дальше двигаться, как у нас говорят, харакат табаракат, движение благодать. И для этого вот прекрасная площадка, Казан Саммит. Все наши гости очень довольны посещением Татарстана, прогулкам по Казани, хорошей, довольно-таки развитой инфраструктурой. И я думаю, что это хорошее, доброе начало, и успехи саммита, они очевидны.
Спасибо большое. Скажите, а вот такое проникновение исламского банкинга, правил, да, которые прописаны в исламе по взаимоотношениям, по торговле, по многим другим жизненным параметрам, возможно, это в принципе оздоровит общество, вообще мировое сообщество, если вот эти принципы начнут проникать в западный мир, да, где сейчас стирается уже вот традиционная нравственность, культура, да, и все остальные параметры человеческие, на которых все когда-то держалось. А Всевышний, Он создал этот мир наилучшим образом. И человека поставил наместником, чтобы он управлял. И он не просто, человек должен выдумывать какие-то модели для управления. Это все прописано было в священных писаниях, которые приходили, начиная с Адама, мир ему, и заканчивая пророческой миссией Мухаммада, как последнего завершающего посланника и пророка. И, соответственно, именно Всевышний нам дал, можно сказать, руководство, как мы должны достойно жить в этом мире, как мы должны управлять теми ресурсами, которые нам дал Всевышний. Здесь, вы правильно отметили, разные сферы, начиная от духовно-нравственного воспитания и, конечно же, заканчивая всеми экономическими, социальными, благотворительными, культурными действиями. Поэтому мы всегда стоим с представителями разных религий на принципах, чтобы не нарушалась духовно-нравственная основа нашего общества, начиная с питания и заканчивая просто и воспитанием, и моралями, и нравственности, которые сегодня, к сожалению, мы видим, навязываются через глобальные сети, интернет, соцсети, в том числе и нашему обществу. Поэтому, конечно же, мы всегда призываем более тщательно подходить к духовно-нравственному аспекту, потому что если в душе у человека будет все в порядке, а это подкрепляется и правильным питанием, здоровым образом жизни, то, безусловно, и в мире, в обществе будет все, начиная с семьи, в семье будет все хорошо, в обществе будет все хорошо, в государстве и в мире в целом. Поэтому, безусловно, это очень важно. Не забывать основы духовной нравственности, которые заложены в Священном Писании, которые нам дал Всевышний. Мы должны просто следовать, и, поверьте, будет очень легко и просто жить, дружить и, конечно же, развивать наши такие добрососедские отношения. Спасибо вам огромное за вашу духовно-просветительскую деятельность. Спасибо. Спасибо за интервью. От штаба Карнавар мы сделали полгода, конечно, уже прошло. Это календарь, да? Вот книга. Узжинда Уздырым. Здесь 110 представителей Татарстана, Башкортостана, известные люди, которые написали свои мысли, как сохранить татарский язык, как сохранить национальную идентичность. То есть прям такие вот и стихи, вот и Шаймиев, есть и писатели, и политики, и дипломаты. Вот, возможно, будем делать второй том. Спасибо вам большое.